Ассаламу алейкум. Сюредик Хилма, серия Марша Договша. Приветствую вас у себя на канале Киса Чечня. Не входите в ужас из-за моего ужасного вида. Вид, конечно, у меня ужасный. Сегодня поэтому записываю видео, хочу с вами поделиться, рассказать всем, что происходит в жизни. В общем, друзья, досиделась. То содой полоскала, то ингаляции делала. В общем, кроме как хуже, лучше мне не становится совершенно. Анализы я свои так и не взяла. Так я не пошла в больницу. Вчера по вынужденным причинам мне нужно было поехать в Хасавюрт в этом состоянии. Я вообще не знаю, как я там смогла ходить, что-то покупать, что-то делать, потому что состояние у меня было просто ужаснейшее. И сейчас такое же. Сказать конкретно, что что-то болит, да, сильно болит горло, сильно болит голова. Но голова у меня болит, это я подозреваю. Это нужно будет сделать завтра снимок. Это связано с этим гайморитом. У меня вот эта голова, у меня просто, знаете, в глазах какое-то помутнение. У меня ужасная слабость, ужасная. Просто вот лежу, да, а вот встать, ходить, у меня просто руки опускаются, понимаете? У меня, во-первых, очень ослаб иммунитет, гемоглобин, и вот эта болезнь, она это все вообще добила, да, вот это состояние, что у меня настолько слабость, у меня совершенно нет сил, да, вот ослабленная, сильно ослабленная. Я связалась сегодня с нашей зав.-отделением, она у нас терапевт. Она мне сказала завтра с утра приходить. У нас в нашей терапии есть дневной стационар, и туда мы тебя оформим, сдашь все анализы, все обязательно. Киса нужно прокапаться, проколоться, иначе дела не будет. Я, естественно, с ней согласна, просто я думала, да, может, без больницы обойдется, да, может, как-то удастся этими какими-то народными что-то, но не только хуже становится. И плюс ко всему этому еще вот этот гайморит, он вообще меня сейчас мучает. У меня вот, знаете, я утром, мне даже сейчас очень сильно больно глотать. Я утром просыпаюсь, и у меня вся вот эта слизь, я прям чувствую, что она слизь идет, и она попадает мне в глотку. А из-за того, что она мне попадает в глотку, у меня начинается, может, не совсем приятно это слушать, рвотный рефлекс, я начинаю рвать вот это все. То, что слизь вся сюда попадает мне в горло. И там вы многие писали, что есть какой-то препарат, который очищает полностью, что в таблетках, и пшикать чем-то можно, что это все выходит потом, вот этот гной, все вот это, что собралось, вся вот эта слизь очищает. Напомните, пожалуйста, что это были за таблеточки. Также я начала курс, осталось у меня 2 ампулы, но я через день колю и пью таблетки Ферумлек. Ферумлек, и через день, это на 10 дней лечения, но лекарства я пью каждый день. Для поднятия гемоглобина лекарства эти я пью каждый день. Вот сейчас хотела резко сказать, как они называются, и забыла. Ладно, потом вспомню, скажу. Но это мне еще врач в Ростове приписывала, когда я обратилась. Она говорит, что у тебя эта проблема, ну, как бы связана с вот этой именно с миомой, поэтому у тебя вот так с кровью проблемы без конца. Но она у тебя маленькая, не растет, как бы беспокоить, тревожить я не советую, но как бы на твое усмотрение. Обычно, если они растут, там их убирают. Вот. Поэтому у меня вот это все куча до кучи собралось. Такой туман, вот в районе лба, вот это я сейчас сижу, у меня он, знаете, как будто он не мой этот лоб, знаете. Вот дотрагиваюсь, во лбу боль страшная, во лбу боль, и какой-то он, как будто он не мой, знаете. Я не знаю, как это объяснить, но это ужасное чувство, ужасное состояние. Давно я даже говорю, что я когда болела коронавирусом, да, вот инфекция была тогда тоже. Но мне кажется, я легче перенесла. Все равно легче. Сейчас мне намного хуже. Сейчас именно в каком плане хуже?
у меня страшная слабость. Страшная просто. Вот кто не страдал этой проблемой, низкий гемоглобин и иммунитет, тот меня не поймет. А кто этим страдал, тот поймет. Это просто ужасная история. Просто ужасно. Поэтому я уже не буду с этим медлить. А завтра я обязательно пойду и лягу в больницу, дневной стационар. Там я буду днем ходить, а потом приходить домой. Вот так вот. На час, на два схожу и приду домой. Завтра я все там поздаю, узнаю свои анализы и начнем. Ну, я так подозреваю, что у меня ангина. И ангина, причем сейчас вообще в запущенном виде, потому что у меня ночью поднимается температура, днем я целый день никакая, расквашенная, только лежу, у меня ходить, что-то делать сил нет. Вот сегодня собрать нужно посылки, сейчас УРЗО откроют. У меня, конечно, УРЗы нет, я пью препараты. Те, кто держит УРЗО, откроет, и нужно будет собрать посылки. Мне, конечно, мама, Анжела все помогут, все сделать. Я лишь буду писать адреса, поэтому с этим проблем не будет. Из-за того, что я заболела, люди из-за меня страдать, естественно, не могут. Будем собирать посылки потихоньку. Вот такие вот дела, друзья. Вот в таком состоянии я оказалась. Сейчас, когда много... У меня даже голос другой, слышите? Вот глотать мне очень больно. Очень больно глотать. И я же говорю, вчера просто собралось посылок. Нужно было отправить именно с Грозного. А забрать нужно было товар, именно большой товар пледов, полотенцев. Мне пришло, и мне нужно было забрать это, потому что у них там свой товар пришел, но очередной товар пришел с Турции. У них там в складе, извиняюсь, у них там в складе своего товара полно, и еще мои эти сумки они попросили забрать. Нужно было забрать свой срочно товар. И, не знаю, я так думала, рассказывать, не рассказывать. И получилась у меня такая... Не то, что... Почему не рассказать? Просто думаю, хватит ли у меня на это сил. Думаю, буквально 5 минут и все рассказать. Буквально получилась у меня такая история нехорошая. Друзья, вот этот раз это вообще... В общем, где-то числа 11-12 мне поступил заказ. Хороший заказ поступил. Там посуда... В смысле сервиз дорогой, кастрюли дорогие, полотенец много, там набор дорогой турецкие ложки, вилки. Я, естественно, этот заказ приняла. И в этот момент я как раз буквально хуже я заболела. Я объяснила и вам, всем сказала, что такая-то ситуация сложилась, чуть-чуть немножко подождать. Люди сами писали мне в личку: Киса, мы видим твое состояние, мы подождем немножко, и за 5-3-4 дня ничего не случится, отправишь нам. Много людей написали в личку. Спасибо вам большое, низкий вам поклон за это. За то, что вошли в мое положение, просто элементарно проявили свою человечность, и так ко мне хорошо вы отнеслись. За что однажды вот эта женщина, которая у меня заказала, значит, она целый вечер меня мурыжила, она писала то это, сейчас дочка отправит, сейчас сын отправит, 5-е, 10-е, Киса, я им, как всегда, когда я пытаюсь клиенту, перед тем, как собрать посылку, я пытаюсь выслать ему все то красивое, что есть в наличии, это мне приходится с разных групп, где-то мой архив поднимать, чтобы человеку, вот я уже примерно понимаю вкус человека, что ему надо, я пытаюсь выслать все то, что я могу предложить, да, не только то, что он увидел, а вот это есть, вот это, посмотрите на это, может быть, вам это понравится. То есть я очень с серьезностью отношусь к этим вещам, очень с серьезностью. Я могу эти вещи отправлять по почте. Мне проще, вот здесь введено почта. Нет, я жду, когда насобираются заказы, и я это все нанимаю «Газель», и мы везем Грозный. Там разные вот эти грузовые перевозки мы отправляем так. Почему? Потому что я переживаю за каждого своего клиента. Мне хочется... Человек не заплатил деньги, я отправила, да, казалось бы, уже я не должна переживать. Все, вот вам чек, наблюдайте, получайте, пользуйтесь. Но был у нас пару случаев, что посуда приходила чуть-чуть надбитая. С тех пор по почте именно посуду
стекло я не отправляю. Все остальное у нас по почте. А то, что и в основном там на Казахстан, Узбекистан, разные там дальняя Москва, там Саратов, Санкт-Петербург, вот это все по деловым линиям посуда у меня идет. Но взять, повезти это несколько посылок мне невыгодно, потому что это большие растраты, мне нужно заплатить водителю, мне нужно повезти. Но если там одна-две посылки, бывает такое, что супруг уезжает в рейс, я, допустим, могу ему положить, он отвез и все. А когда большой заказ, то даже я в основном на базе там возьму того, загружу и прямо оттуда сразу везу и отправляю сразу, не привозя домой даже. Как и вчера. Мы вчера скупились, мы там же наняли «Газель», и мы отправили сразу через DPD много посылок. Но это я вам потом дальше расскажу. Значит, тот сервис или тот сервис выбирать, у нее были сомнения. В конце концов, я выложила все, что у меня есть, показала. Хорошо, выбрали такой-то сервис. По-моему, там был Хюррем сервис, он тоже не из дешевых. Вот. А потом, обычно, знаете, я уже много раз, предсловие, да, я скажу, почему я так поступила. У меня несколько раз были такие моменты, и вчера они со мной случились. Вот и вчера мне это как молотком по башке. Вот принимаю я у человека заказ, да, я вижу, что у меня дома есть, что я смело беру, да. А бывает такое, что я думаю, что мне, ну, сладишь там много всего, вот эти все упаковки у меня дома, кастрюли. Бывает, я думаю, что он точно есть, точно уверена, что он есть. А перерываю, а его в наличии нет. Но и все равно я не переживаю. Я знаю, что я поеду на днях на базу, и я оттуда привезу. Что и было в данном случае, да. Вот вчера я одной женщине, у нее большой заказ, это другая, я немножко отойду от темы. Я посмотрела дома, перерыла все коробки, а именно вот этих матрешек, 3 штуки. Может, у меня многие брали, эмалированные, с крышками пластмассовыми, очень хорошие они. Именно с тем рисунком она просто все под тортница, чашки, подносы железные, хорошие. Она все вот хотела под цвет. А вот эти матрешки 3, их у меня дома было, наверное, штук 5 или 6. Ну, я-то, конечно, отправляю, и люди заказывают. Именно в этом цвете я знала, что у меня есть. Но получилось, что они закончились. Нету. Есть, но другая расцветка. Что вы себе представляете, девочки? Я вчера все ноги себе избила. Я вчера в этом состоянии, я в Хасавюрте, там нету ни одного склада, нет ни одной точки, в которой я не зашла, не показала это фото, и все машут, нет, нет, этих именно давно завозов не было, и когда будут непонятно, сейчас эти проблемы с грузом, вот эта проблема во всей стране, из-за того, что из-за этих событий в мире, неизвестно, когда что придет, мы этих товаров еле дождались. У нас сейчас, которые товары пришли, там говорят, как они говорят, кастрюли пришли, а крышки от кастрюли еще не пришли. То есть людям товар поступил, но они продавать его не могут, потому что еще не в куче все. Вот в связи с этой обстановкой. А я, да, я же уже приняла заказ, я человек в этом плане очень обязательный. Я хочу довести дело до конца, девочки. Там этих баз... Неужели кто так иногда со мной плохо поступает? Неужели вы думаете, что это так легко, да? Что это поехать, все это закупить, целый день пробегать? Ведь у каждой женщины свой заказ, да? У каждой свои какие-то капризы. Я стараюсь выполнить, это мне надо бегать целый день с утра до ночи, не переставая, не считая те 20 минут, что я могу зайти в кафе покушать. Все остальное время я бегаю как сумасшедшая, просто как сумасшедшая. Там купила, звоню супругу, подъедь. Там купила, ящики стоят, он загрузил. Там купила, раз насобирали, «Газель» заказали, прям там же. То есть я бегом, потому что у меня много заказов, и у каждой женщины нужно в одной точке рынка, потом поехать туда посмотреть. Разные заказы, понимаете? Это лошадиный труд. Это ужаснейший труд, кто не знает. Вот вчера я покупала этот набор, сервиз, вот этот вот голубой, что вы видели. Эта женщина говорит, они открыли новый магазин, у нее в основном чешская посуда. Она говорит, вы снимаете? Я говорю, снимаю, я же снимаю, я говорю, я просто говорю, блогер, говорю, я то, что покупаю, снимаю, я еще и, да, а как канал называется? Я сказала, она говорит, ой, клянусь Аллахом, она так сказала, какой ваш адский труд. Мы хотя бы здесь в магазине, у нас все на полках лежит, мы пришли утром, хотя целый день работаем, да, тяжело, закрыли, ушли, а вам это все показать, отвезти, достать, прорекламировать, все упаковки, потом по почте. Это адский труд, она говорит, просто адский труд.
И, значит, я же тебе говорю вам, вчера пару женщин, пару клиенток я обыскала весь рынок, девочки. Я именно эта расцветка, что они хотели, вы не поверите, я не нашла. И я и так была в этом разбитом состоянии. У меня голова, я вот сейчас записываю, у меня голова разваливается просто. Это ужаснейшее состояние. И еще вот эти глаза, но они проходят, они тоже у меня болят. Это, короче, все вместе на меня напало. Значит, как обычно бывает, вот видите, я приняла заказ, а вот этого именно нету. И мне теперь неудобно перед даже женщиной. Я ей написала и говорю, может быть, заменим, она еще не ответила. Вот так и так, говорю, вот получилось. Извините меня, но вот так получилось. Именно этой все остальное собрала, а этой расцветки думала, что дома есть. Заперлась в склад посреди ночи с Анжелой. Достали все коробки, думаю, может, где задом. Но помню, что были. Нет, нету. И когда поступает большой заказ, да, на конкретную сумму, где, например, посуда 25-27 или 35-38, да, то я взяла такие деньги у человека, да, у меня в наличии никогда не бывает по много этих наборов, но я сразу звоню на базу, эти девчата всех группы у меня все есть, я сразу звоню на базу и прошу то, что человек оплатил, уже оплатил, уже деньги у меня, я знаю, что все. То есть обмануть меня человек не сможет, я уже все. Я сразу же звоню на склад и говорю, Индира, говорю, пожалуйста, мне надо набор кастрюли, говорю, и набор посуды отложить, говорю. Но они тоже, понимаете, их тоже вот эти торгаши, перекупщики, их тоже, знаете, обижают. Много раз получалось так, что заказывали, они отлаживали, потом эти люди просто пропадали. У них тоже, они уже, как говорится, на этом собаку съели. Да, они за это не берутся. Но она меня знает хорошо, я как бы никогда ее не подводила. И она говорит, Кис, вот ты хоть меня не подводила, но вот сегодня я такая злая, вот эта женщина меня так довела. Она заказала, говорит, на 270 тысяч товар, я это все отложила, и она говорит, что где-то нашла дешевле, что не надо это, мол, я отказываюсь. Поэтому, говорит, я, во-первых, эти ящики таскала туда, убирала, чтобы ей убрать. Не, говорит, если ты точно будешь брать, если ты приедешь, давай, говорит, по 10 тысяч за тот, по 10 тысяч ты сейчас мне предоплату делаешь, и все, я тебе отложу. Это в тот вечер, это ночью, это 23:00 или уже 11:30, это в это время, когда мне уже прислали деньги, когда уже деньги на карточке. Все. Завтра, на второй день, или в 10, или в 11 вечера, эта женщина мне заявляет, Киса, невестка или кому-то не понравился этот набор, именно, ну там расцветки были похожи, но просто есть такие наборы, в разнобой можно брать, как я вчера взяла, то есть комплект я взяла, могу взять на 12 персон, могу на 6, но к нему такое, как минажница, тортница, хлебница, фруктница, салатница, это отдельно под цвет можно докупать, да, можно так делать, строить. Все, что тебе надо, хоть, может, мне не надо 12 персон, да, может, мне не надо сервиза, чайный набор именно, да, ну, то есть есть такие моменты, есть сервизы, которые можно собирать, а есть, которые уже целые. Она мне это пишет, девочки, вы не поверите. Я очень сильно разозлилась, очень сильно. Но так как Ураза и женщина в возрасте, женщина, естественно, мусульманка, еще старше от меня, я не сказала ей, что у меня уже там оплачено, и что я сейчас, если позвоню, скажу, уберите это, уже не хотят, на меня, естественно, разозлятся. И хорошо, что я хоть внесла оплату, да, да вообще, ну чего хорошего. Я это Индире пишу, говорю, Индира, пожалуйста, это уже второй день, думаю, я сразу скажу, я говорю, кастрюли также остаются в силе, говорю, а тарелки, говорю, там получилось так, что невестка не хочет, они там что-то не хотят, поэтому не хотят в разнобой брать, то есть такого-то, такого-то, потока, такого-то, по столько-то. Минут 20 она мне вообще не отвечала, вообще ничего не отвечала, а потом говорит, скинь номер карты, молча. Ну, я понял, что она очень недовольна, это я поняла. Но этой женщине потом я написала, она мне пишет, когда ты поедешь на рынок, мы с тобой должны связаться, ты будешь фотографировать, я точно скажу, что я буду брать, чего я не буду брать. Тоже хорошо. Хотя мне все это не понравилось, что вот так вот. Я вот не хочу портить отношения с девчонками на складе. Они всегда такое доброе дело делают, если что надо отлаживать. И потом просто перестанут верить. Ну, не хочется терять такие отношения. Ну, ладно.
За 2 дня, за день до того, как мне ехать в Хасавюрт, вот у меня супруг едет с рейса, мы завтра должны поехать отправить те заказы и забрать наши пледы и полотенца, что мне пришли. Она мне пишет: я уже приехала в Чечню, мне от тебя ничего не надо, высылай мне деньги назад. А я ей говорю: а как я вам вышлю деньги назад? У меня товар закуплен, у меня уже все лежит. У меня единственное осталось докупить вот эти тарелки в разнобой, которые... Как я говорю? Я уже все, говорю, закупила, у меня лежит просто... Вы сказали, что вы не хотите тот сервис, и его я бы завтра забрала. Но раз вы сказали, что вы его не хотите, говорю, то у меня единственное, что осталось, я завтра докуплю вам это сервис и все вместе отправлю. Нет, она уже начинает повышать голос, она говорит: нет, говорит, ты слышишь меня? Я тебе сказала, что мне не надо это, верни мне деньги. Ладно, то я тебе навстречу иду, она мне навстречу идет, вы понимаете, она мне идет навстречу. Хотя прошло 3-4 дня, не больше. Тем более вы видите, что я заболела. Я на канале объяснила, что немножко подождите, девочки, приболела я, ну с кем не бывает. Бывает, человек умирает, да? Бывает, человек взял кредит сегодня 1 миллион, а завтра он умер, да? Ну, всякое в жизни бывает. Но нужно в этой жизни оставаться людьми, в первую очередь. И я ей говорю, а как, говорю, это самое, говорю, я говорю, у меня уже все, говорю, то, что даже чего нет, то у меня, говорю, вы мне тогда, говорю, подвели, говорю, из-за вас, говорю, я уже, говорю, оплатила, а вы вот так поступили. На что она мне отвечает? Это женщина в возрасте, на минутку. Женщина в возрасте, имейте в виду. На что она мне говорит очень наглым голосом: в этот священный месяц Ураза, клянусь Аллахом, она говорит: ты что несешь? Ты когда успела поехать все это купить? То есть у нее мозгов не хватило, что 21 век на улице, что ехать туда не обязательно. Сейчас есть такой хороший квадратный телефон есть, который кнопку нажал и решил проблемы все. Она забыла про это. Она не включила свои мозги, к сожалению. Но вот этот тон, девочки, во-первых, посмотрите, я чужая женщина совершенно. Со мной мужчины, чеченцы, мужчины в возрасте, разговаривают с таким уважением, вот как они пишут комментарии, говорят: киса, говорит, ты настолько, ты до костей настолько наша, тебя стоит уважать за то, как ты хорошо, отлично знаешь наш язык и все наши обычаи, то, как ты скромно всегда и одета, никогда у тебя все время скромный платок, скромные вещи на тебе, твой чеченский язык, мы просто преклоняемся перед тобой. Ну просто ты даже порой знаешь то, чего мы не знаем, вот эти вот где-то там дальние, глубоко вот это вот какие-то обычаи, то, которые уже, может, не все, не то, что не соблюдают, но как-то попроще уже стало, но в тебе это есть все равно. Вот ты вот введено жила, там воспитывалась, у тебя это настолько, они это все вселили, убили, я не знаю, что ты настолько, ты просто до кровей наш. Склерез Хлон, большое тебе спасибо и низкий поклон вот так вот, да, мы уважаем очень тебя. Большое к тебе уважение. Мужики, мужчины ко мне имеют уважение такое. За 24 года, вот в апреле будет 24 года, как я здесь живу, ни одна женщина, ни один мужчина со мной не вел такой разговор. Ты что несешь? Слышишь, ты кто такая со мной так говорить? Ты что несешь, она говорит. Ты когда успела поехать и все это заказать и купить? Ты давай, ты типа заигралась. Верни мне деньги, я тебе сказала. Я говорю, женщина, говорю, во-первых, говорю, я сразу же позвонила на базу и договорилась, что подложили и внесла деньги, говорю, с карточки на карточку скинула. Во-вторых, а что за разговор? Я с вами пытаюсь нормально говорить. Почему вы так со мной дерзко разговариваете? Русские женщины, я не знаю, русские там кто они, белорусские там, я не знаю, они с Казахстана, они мне написали, сказали, что киса, мы подождем, мы видим твой... Одна женщина, она давно заказывала большие размеры, я ей привезла, они у меня есть, все. Она написала: главное, чтобы ты вылечилась, платья никуда не денутся. Женщина в возрасте, которой, можно сказать, носить нечего. Она говорит: киса, мне если найдешь, пожалуйста, поскорее привези, правда, большие размеры. Я нашла их, оббежала весь рынок, но я нашла. К сожалению, их почему-то редко можно найти, вот эти именно вот 70-е, 68-е, 66-е, ну, не знаю почему.
Они мне написали, понимаете, они меня поняли. Мы подождем, Кис, мы видим, может, ты же выпускаешь ролики, мы видим, какая у тебя слабость, что сейчас не до товаров. Немножко подождем, ничего. Главное, выздоравливай, лечись. А тут в Ураза месяц женщина-мусульманка ведет такой гонор. Ты что несешь, типа? Ты что несешь? Ты мне вчера одно говорила. А, ты вчера, как ты успела, типа, поехать и быстро это все заказать? Девочки, сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Это ничего не сказать. И уже у нас ночь, уже 12 часов ночи. Она тогда меня мурыжила всю ночь, когда заказывала это все. Сколько... Ну ладно. Там телефон на тумбочке лежит, Софишка у меня в садике, а в 3, полчетвертого ночи будильник стоит, ну, когда на молитву вставать. Хотя у меня сейчас уразы нет, но на молитву вставать. В 3, полчетвертого, на 3 я ставлю всегда будильник. Иногда мы даже не ложимся до этого времени. У меня стоит будильник, у меня ребенка нужно поднимать в садик. Я говорю, не пишите мне, говорю, я ложусь отдыхать, завтра я докуплю и вам все вышлю. Она говорит, тебя кто трогает? Ты в онлайне сидишь, заказы принимаешь наглым, сильно наглым голосом. Ну, во-первых, я в онлайне не сижу. Вы мне пишете, я вам отвечаю. Вы мне пишете, я отвечаю. Как мне не читать, если телефон звенит, звенит, звенит и звенит? То есть вы должны элементарно знать, что ночь, что в семье есть ребенок, что, может быть, люди отдыхают. Ну что-то, какое-то должно быть воспитание, хоть немножко. Человечность должна быть. Человек болеет, дома ребенок. Может, у него муж с рейса приехал отдыхать. Но что-то должно было человека посетить. Это уже, друзья, не подумайте, что там это уже крик души моей, понимаете? На что я говорю? А почему вы так себя нагло ведете? Вы что говорите? С моей семьи, моя родственница. Или мы с вами недавно чай за одним столом пили. Почему у вас нет элементарного воспитания? Что за разговор, говорю, вообще? На что вы ничего не отвечаете? Я сказала, мне деньги мои нужны. Я, значит, высылаю деньги за этот сервис и говорю, что остальное мы завтра купим, говорю, и муж привезет. Она указала адрес, куда она якобы приехала. Якобы. Во что я мало верю. Ну, якобы она приехала в Грозный, она меня не дождалась и приехала забрать, типа. Хотя прошло 3-4 дня, не больше. Тем более эти дни я болела. Я просто болела. Я же не исчезла, не пропала, не сказала, что я не буду высылать. Ну, просто очень редко, но, к сожалению, бывают такие случаи. Мы сталкиваемся с такими людьми. Я ей говорю, в общем, вы, говорю, она меня вывела до последнего состояния. Я говорю, в общем, вы меня не понимаете, вы все равно строчите. Я сейчас вас заблокирую, говорю, а завтра, когда я это все отправлю, говорю, я вам дам знать или привезу, или что. Супруг у меня ехал с рейса, он всю ночь не спал. И в тот день ехать, не ехать у нас было под вопросом. Но когда я просто вкратце по телефону рассказала, он говорит, по телефону, он сказал, поедем, и все. Когда он еще не знал эту ситуацию в целом. Мы едем по дороге, он очень сильно уставший, конечно, всю ночь, сутки ехал, он не спал. Он мне говорит, а ну-ка расскажи сейчас, что там было вообще? А я уже, может быть, говорила вам, у меня вот в моей жизни, меня порой бывает где-то несет, где-то я, бывает, загибаю палку, где-то я, бывает, чуть не права. Но я всегда равняюсь по нему. Он настолько справедливый человек, да, вот во всех смыслах, у него даже кличка среди друзей вообще молодец. Вот он во всех планах, он очень справедливый человек, он все время найдет подход. Вот как грамотно поступить, как справедливо поступить. Он никогда никого не обидит. Там, самого чужого человека. Что все, и всегда мне говорит. Все, чтобы было честно, справедливо. Заказал человек, приняла ты заказ. Из-под земли достань, но отправь то, что человек хочет. И когда я это самое... Нормально, люди разные, говорят, нормально, выслушаю человека. Бывает там, разные ситуации, типа... Не старайся сразу в штыки, говорю, сначала пойми человека, может у него какие-то проблемы или что. На что, когда мы едем, он говорит, ну-ка расскажи мне. И когда я это все рассказываю, у него, во-первых, очень вот этот момент, воспитаны все в семье, это уважение к старшим, очень сильное уважение к старшим. Это вообще, это человека может только разломать, убить, уничтожить, только тогда это в нем можно убить. Вот это почитание, уважение к старшим, к возрасту, это настолько в крови пропитано, что по-другому он никогда ни с кем не поступит.
Что он мне говорит? Расскажи это все от нуля до конца. Я рассказываю. Я это рассказываю, он едет, меня слушает и головой машет. Я вижу по лицу, что он злится, слушает меня, а сам типа машет головой. И на что ты ответила? Я говорю это, он говорит, а ну-ка дай мне послушать. Не сказать, что я тебе не верю. Я прям в шоке, что женщина могла так развить. Ты что несешь, что за разговор? Дай мне послушать. Я клянусь Всевышним Аллахом, это правда. Я включаю громкую связь, даю телефон ему кукух, он едет за рулем. Он слушает, у него глаза на лоб вылазят. И он мне говорит, а дай теперь послушать, что ты ответила. И там же я говорю, я с вами нормально пытаюсь вести разговор, а вы, говорю, вот так, что почему вы так разговариваете? И он мне говорит, запомни, для всего есть мера в этой жизни. Да, я тебя учил, ты приехала сюда, ты не знала наших традиций, наших обычаев. Я тебе говорил, никогда старшему не поперечь, старшему дорогу не переходи, уважай старшего, не перебивай старшего, выслушай. Но есть моменты, когда и старшие вообще теряют полностью разум и ведут себя просто не по-человечески. В таком смысле, в таком моменте разницы нет. Чеченец, русский, кто бы он ни был. Давай хороший ответ и сразу сади на место. Ничего себе, что за разговор? Ты что несешь? Она кто такая вообще с тобой так разговаривать? С тобой из моей родни никто так никогда не разговаривал. Я с тобой так никогда не разговаривал. А всякого в жизни бывает. Совершенно чужой человек. Какое имеет право с тобой так разговаривать вообще? Ты почему так не сказала? Ты почему так не сказала? Ни по какому адресу я эту посылку не повезу. Который адрес она дала, куда там нужно отправить посылку? Там, я не знаю, где-то они там живут. Далековато от Чечни. Но она пишет, что она приехала в Чечню и будет закупать сама, как она со мной вышла на связь. Никуда я по дому завозить не буду. Ничего себе, что за разговор? Вот в эти моменты, у него очень есть такая черта, вот эта гордость, да, когда человек не будет хамить сам и к себе не позволяет хамство. Вот он такой. Он никогда не будет хамить и к себе не позволяет. Ничего себе, после этого ты еще собираешься отвозить, развозить по домам адрес, на который она тебе дала. Собираем сейчас всю эту посылку, везем вместе с этими огромными посылками. А, ему еще что, представьте, он всю ночь не спал. Потом он целый день пролазил со мной на рынке, и ему вчера в ночь опять нужно было выехать. Его машину уже загрузили, пока мы были. Почему? Потому что там бывают такие сбои, резко падает цена на металл, и приходится, бывает, с рейса приехал, и сразу же опять уезжать в рейс, пока цена на заводе не упала. Ну, кто работает дальнобойщиком, тот поймет это. И он в этом состоянии, ему еще нужно уезжать в рейс. Представьте, это все нам нужно отправить в «Газель», чтобы достать это все. Там же каждую посылку, каждую нужно пройти, написать это, все сказать. Адрес человека, фамилия, имя, отчество, все. Ну, оформлять посылку. Это не почта, это DPD, это деловые линии, но все, каждого человека нужно оформить, и они взвешивают и отправить. Это все, конечно же, очень много времени. Может думать, что нам это с неба падает. Нет, это адский труд. Это адский труд, тем более в вчерашнем моем состоянии. Он говорит, я тебя сейчас домой отвезу, мы это отправим, я тебя домой отвезу, а сам поеду в рейс. Он меня хотел на такси отправить, но уже было слишком поздно, уже такси не было. Представьте, ему с Грозного введено сколько ехать, а потом назад до базы, опять сесть в машину, заправиться, поправить там металл или что там, взять накладные, ему, в общем, перед тем, как выехать в рейс, тоже много работы. Что он говорит? Я по домам, тем более, когда с тобой так отнеслись, никаких по домам. Вместе с людьми, тот адрес, который тебе указали до этого, есть адрес? Есть. Вот по этому адресу отправишь, ей в личку скидываешь чек, чтобы человек отслеживал посылку, и говоришь «до свидания». Ни слова больше, я тебе запрещаю больше. А я хотела сказать, что объяснить, что так и так получилось, что супруг уезжает в рейс, что не получается завести домой. Мы вот отправим вам посылку. Я это все хотела связаться, все хотела. Попробуй, он говорит, ты хоть слово сказать. Когда об тебя так вытерли ноги, попробуй сказать слово. Тот адрес, который тебе дали, мы сейчас вместе с остальными посылками отправляем. Я тебя отвожу домой и уезжаю в рейс. И никакого больше контакта с этим человеком быть не должно. Ты все остальное собрала? Да, мы там же все упаковали на месте скотчем. Это все огромную посылку перевязали скотчем. Все упаковали, все идеально сделали. Вместе с теми посылками мы отправили. Я приезжаю домой, высылаю чек. И тут она говорит, чё?
Ты же говорила, что домой завезешь. Он говорит, включай при мне, что она будет отправлять чек, и включай, чтобы я слушал, что она говорит. Че у тебя 7 пятниц на неделе? Ты же говорила, что завезешь домой, а теперь отправила мне. И туда и читает, я вижу, что читает, и отчество, хотя отчество написано правильно, буква в букву, отчество, но через грузовые перевозки отчество вообще не играет никакой роли. Почему? Объясняю. Если это Почта России, там, да, фамилия, имя, отчество, индекс, все. Если это DPD, там перевозки, это ваша фамилия, имя, отчество и ваш номер телефона. Потому что, когда посылка приходит в ваш город, вам звонят, и говорят, вы такая-то, такая-то, да, вот пришла ваша посылка, она поступила. Скажите, как вам удобно? Вы в терминал приедете, заберете сюда, либо мы вам привезем, конечно, за дополнительную плату, но мы вам привезем эту посылочку прямо к порогу. Как вам удобно? Люди спрашивают, вам звонят предварительно, почему мне нравится работать с этими компаниями, то, что все доходит целое, все доходит вовремя, никогда ничего не разбитое, каждая посылка персонально едет в ящике, деревянном, ничего не бьется, не шатается, люди получают, потому что в основном это дорогие заказы, приходит целый товар, и мне нравится так работать. Я отправляю эти посылки со спокойной душой. Правда, у меня было пару раз, что что-то затерялось, да, что-то затерялось там, то доски не пришли, то набор досок не пришло, то был набор какой-то в рассыпку, и какой-то части не было в наборе. Как-то, ну, может, там ящик телепался, шатался, может, как-то выпало, но суть дела в том, что при погрузке, загрузке, может быть, где-то что-то упало, выронилось как-то. Но это 1 на миллион случай, ну, бывало такое. Но все доходит целое, по адресу, все. И тут она говорит, и отчество, короче, она начала такую ерунду нести, еще типа с насмешкой, и отчество. Зачем нужно им ваше отчество? Вам есть номер вашего телефона, и вам позвонят и скажут, забрать, либо до дома. На что он сказал, ты пишешь ей, что вот ваша посылка отправлена, вот ваш чек, до свидания. Больше никаких слов с твоей стороны быть не должно. Контакт с этими людьми ты обрываешь раз и навсегда. Все. Ничего себе, что за разговор. У каждого человека должно быть элементарно уважение к другому человеку. Она тебе никто, чтобы с тобой вести такой разговор. Она тебя оплатила, все. И я всегда говорила, друзья, я сейчас говорю, люди, которые мне оплатили, заказ я приняла, я деньги назад не высылаю. Я всегда говорила это. Обратно деньги я не высылаю. Все. Я приняла у тебя заказ, да? Ты начинаешь на второй день, то-то не этот хотела, то потом верни деньги, то пятое, десятое. Этого нет. Я деньги назад не возвращаю. Просто потому, что этот набор нужно было купить в разнобой, да? Я лишь по этой причине вернула деньги ей за сервис, потому что там нужно было связаться и фотографировать и показывать каждую часть. А контакт с ней я больше иметь не хотела. Я хотела как можно быстрее от нее отделаться. Как можно быстрее, чтобы этот человек ушел с моей жизни раз и навсегда. Поэтому за ту посуду я вернула, а остальное все, я все отправила и выслала чек. Ты что, он говорит, не сказала, что ты деньги назад не возвращаешь, что раз ты приняла заказ, то все, потому что это большая нервотрепка начинается. То ты оплатил, я это хочу, то не хочу, верните назад 5, а там я уже, возможно, позвонила, оплатила половину заказа. То есть я на это не иду. Я и сейчас и говорю, и будущим заказчикам своим всем, что человек, который оплатил, деньги назад я не отправляю. Я могу, если товар пришел, допустим, платье не то или что-то, я могу поменять размер там на больше, на меньше, но деньги назад я не возвращаю. Это мое правило. И также у нас на базе. У нас назад товар не принимают и ничего нам не возвращают. Поэтому мы работаем по такой системе. В общем, не думала, что он такой длинный разговор меня хватит, но я же говорю, меня в ту ночь трусила девочка, я не могла заснуть. Я же говорю, за сколько лет жизни в Чечне со мной никто никогда так не разговаривал. И человек видит, что я болею, хотя бы немного какое-то сострадание. Ты же мусульманка, типа такой пост великий должно было быть у тебя. Я что, куда-то исчезла, отказываюсь от чего-то, пропала. Говорю, что не буду, говорю, подождите немножко, я обязательно, у меня уже почти все готово, там, докупить это. Раз вы не хотите сервис, докупить то, что в разнобой, я отправлю. Я же объяснила нормально. Нельзя так поступать. Нельзя. В общем, вот такие вот дела, девчонки. Все. Завтра ложусь в больницу.
сделаю видеоролик, скажу вам свои анализы какие. Обязательно с вами свяжусь. Сейчас уже сил нет, разболелись сильно глаза и голова. Вот это от того, что у меня проблемы с вот этим, мне, наверное, давит это на лоб сильно, с гайморитом. Просто глаза, вот, глаза держать мне больно, настолько напряжение на глаза идет. Это очень большой труд. Очень, да, мы на это пошли, мы работаем. Я же говорю, женщины с России, с Казахстана связались со мной, Киса, мы в курсе, мы подождем. Чуть легче станет отправить, и никуда эти посылки не денутся. Мы уже не первый раз у вас заказываем, вы честный человек. Да, у нас еще произошла такая ситуация, знаете, тоже вот сейчас, вчера, люди заказывали на север очень много посылок, очень много. И там получилось так, что у них это все было 5 огромных упаковок упаковано, а 2 доски, набор, 2 комплекта, они стояли рядом с посылками. И когда, вот представьте, иногда супруг сам отправляет, когда «Газель» приехала туда, просто мы некоторые отправляем с деловых линий, некоторые с DPD. Когда «Газель» подъехала туда, он достал эти посылки все, он немножко ошибся. Он эти 2 доски не взял, и эти доски, видимо, поехали по другому адресу. Но эти люди еще не получили, они со мной еще не связались. А люди, которые туда пришли посылки, они вчера по дороге мы едем, а мы как раз едем отправлять эти посылки. Как раз мы туда и едем. Вот как хорошо получилось. Почему мне еще нравятся вот эти вот грузовые перевозки. Она мне говорит: Киса, товар получили, очень довольные. Все прям есть, все хорошо, все пришло целое, мы довольны, но нету 2 набора досок. А я, друзья, хоть убейте меня, я отлично помню, что я ложила эти 2 набора досок, что они были с этими посылками. Вот мы собираем, у нас кухню, стол отодвигаем, большая комната, мы все, что готово, выносим в коридор. Я отлично помню, что доски были. Я уже начала немножко злиться. Тут у меня и так это состояние, думаю, может быть, дороги где-то затерялись, а может быть, там по дороге где-то, может, взяли. Откуда я знаю, что там, да? На что мне супруг говорит: ну, мы сейчас едем, там же есть видеокамеры. Сейчас мы скажем число, какого числа мы отправляли. И по видеокамерам будет видно, когда мы отправляли посылки. Там будет вообще в это здание мы заносили в тот... А чек же есть, по чеку число-то я вижу. Мы увидим, были ли там доски, либо не было. Мы сразу туда заходим, там девушка оперативно, сразу нашли дату, сразу присылают скриншоты, видео, где мы стоим, меня видно, супруга видно, посылки разные мы видим. И мы отчетливо видим, что досок там нет. То есть мы туда их даже не заносили. Все, это наша вина. Как говорится, тут разговоров нет. А так бы, знаете, люди разные. И я начала думать по-разному. Знаете, я же тоже людей не знаю всех, да? Мало ли там, что, может, где-то сняли. А вот, может, мне сказали, не сказали, может, люди получили, сказали, что не получили. Ну, мы все разные в голову идут. Ну, поймите меня правильно. Я их столько отправляю, откуда я знаю, кто со мной как поступит, да? Может, человек получил, а сказал, что не получил. Всякое в жизни бывает. Я-то знаю, что я особенно, да на каждом клиенте, что я на этом не заработаю. Если ты мне заказал, вот эти 2 вещи, да, человек заказал, я эту отправлю, а эту нет. У меня с этим человеком будет проблема, он просто больше у меня не закажет. Мне это просто невыгодно. Мне выгодно, что человек заказал, и отправить ему все самое лучшее и от всей души. Чтобы этот человек снова и снова возвращался ко мне. Снова и снова у меня заказывал. Тут главное работать честно и порядочно. И тут она включает камеры, и там отчетливо видно, что нету досок, мы их не заносили. Они остались в машине, и он отвез это, отправили по другому заказу. Получилось так, что что-то попутали. Но же заказов много, посылок много, иногда такое бывает. Но те люди, которые получат, они, естественно, сообщат, наверное, что им пришло, и тогда уже как-то либо они нам оплатят, либо как-то перешлют назад, как-то решим этот вопрос. Я сразу связалась с этой женщиной и говорю: вина наша, мы не отправили, мы посмотрели видеокамеры, да, мы с этими вашими ящиками, посылок, досок не было. Я вам отправлю их по почте. Все, вопрос решили прям там же. Вот такие вот дела, друзья. Все, на этом буду заканчивать. Так уже наговорила, все, у меня уже нет сил. Пойду полежу.
В общем, ставьте лайки, пишите комментарии, заказывайте. Я очень-очень-очень честно отношусь к своим заказчикам, подписчикам и стараюсь вести себя как человек. Но бывает, люди ведут себя как не человек. И, к сожалению, такое тоже бывает. Все. Адеквал. Всем пока. Не судите строго. Просто сейчас очень у меня тяжелый период в жизни. Нужно подлечиться мне, иначе уже все. Уже просто нет сил. Просто нет сил, честное слово. Все, всем пока. До свидания. Друзья, еще перед тем, как выключить, хотела сказать. У меня много товара. Я же хоть и болею, я же не, как сказать, в сознании нахожусь. У меня вот в телефон, я же все равно читаю, заказы принимаю. И нам группы раскидывают по группам оптовые, что приходят. Даже тот товар, который я не весь могу выложить сюда, в YouTube, потому что я не могу с базы все привести и все так красиво показать, сфотографировать здесь. Это очень много с разных баз. А они нам группы скидывают фотографии, все новинки, что приходят. И поэтому это все я сразу же скидываю в Телеграм. Телеграм-канал Киса Чечня. Ссылочка будет у меня под этим видео. Заходите, пожалуйста, подписывайтесь на канал Телеграм Киса Чечня. И там вы найдете, может, много того, чего вы ищете. Потому что товар шикарный. Каждый день я закидываю по очень много товара. Просто по 500, по 600 фотографий в день, бывает, заношу. И там разнообразие больше, и вы, может, найдете, что вы ищете. Поэтому заходите на Телеграм Киса Чечня. Ссылочку я оставлю. И там уже сможете смотреть. Там я указываю номер телефона. При заказе пишите на WhatsApp, и мы оформим заказ без проблем. Мама, Анжела мне помогают. Посылки собирают. Я только лишь заполняю, пишу. Все. Всем пока. До свидания.